بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я к вам вернулся. Вернулся опять с нашим другом, в кавычках, ингушского народа Артемом Плата, который имел наглость по-своему интерпретировать Нурдина Кодзоева, представить свое видение того, как он, Нурдин Кодзоев, видел вхождение Ингушетии в состав Российской империи. Ну и сразу к делу. Вот то, что говорит Артем Плата по этому поводу. Хватит говорить, что Ингушетию оккупировала Россия. А это вот что? Вот это что? Мне вам носом ткнуть, что ли, сюда? Нурдин Кодзоев о добровольном вхождении Ингушетии в состав Российской империи. Здесь укомплектованы все документы. Ингушетия под юрисдикцией России. Она добровольно вступила в Россию. Никто ее не оккупировал. Итак, для начала мы уткнем носом Артема Плата в название этой книги. Она называется «О добровольном вхождении Ингушетии в состав Российской империи», где добровольное вхождение взято в иронические кавычки. Артем, ты знаешь, что значит иронические кавычки? Я тебя познакомлю с этим. Обратимся к Википедии. Иронические кавычки – это кавычки, которыми выделяется слово или фраза, чтобы показать дистанцию между автором и цитатой. И мы убедимся дальше, насколько отдалился от этого автор книги, на которую ты ссылаешься. В том числе ироническое или негативное отношение автора. И мы, Артем, убедимся в том, что Нурдин Кодзоев, на которого ты ссылаешься, негативно относится к тому, что он взял в кавычки. Цели иронических кавычек могут указывать на то, что автор использует чужой для него термин, аналогично тому, как перед фразой становится словосочетание «так называемый». И мы увидим, что для Нурдина Кодзоева добровольное вхождение является так называемым. Могут представлять противоположное значение скептицизм или несогласие. И мы увидим несогласие Нурдина Кодзоева, если текст в кавычках не убедил автора. И мы увидим, что автор не был убежден в добровольном вхождении Ингушетии в состав Российской империи. Чаще используются в текстах с высоким полемико-политической насыщенностью, где выражают антифразис. Артем, ты знаешь, что такое антифразис? Я тебя познакомлю и с этим. Также обращаемся к Википедии и смотрим. Антифразис, антифраз – это употребление слова в противоположном значении, разновидность тропа, стилистический прием, заключающийся в употреблении слова или словосочетания в противоположном смысле, обычно ироническом. И мы увидим, насколько иронично и в противоположном смысле Нурдин Кодзоев относится к понятию добровольное вхождение Ингушетии в состав Российской империи. Затем мы посмотрим на то, как сам Артем Плата оценивает Нурдина Кодзоева. Артем имел возможность встретиться с Нурдином, что он сделал во всяком случае, видео он свое выставил 3 января 2020 года. В 2020 году Артем виделся с Нурдином Кодзоевым, взял у него интервью и следующим образом представил людям своего гостя. Это не просто человек, это умнейший человек, это историк. А у нас историки сейчас, они бесценны. Тут ни золото, ни платина здесь на весы не станут. Это бесценные люди. И после того, когда мы увидели, как Артем оценивает Нурдина, мы посмотрим, что же говорит этот умнейший и бесценный человек по поводу интересующей нас темы. На 11-й странице своего труда Нурдин говорит: «Ни один народ никогда добровольно не входил в состав другого народа. Если народы объединялись добровольно в одно государство, то объединялись равносильные народы. Пример – Швейцарская конфедерация». После этого Нурдин цитирует статью Хамзата Фаргеева под названием «Пропаганда, насыщенная эхом, а не ответом», в которой говорится: «Добровольность принятия присяги опровергает история человечества, в которой нет примеров добровольного отказа элиты какого-нибудь народа от большей части своей власти
и богатство в пользу захватчика. Всегда в истории это вершилось из-под кнута, по принуждению, шантажируя вооруженным вторжением или угрозой его осуществления, или вынужденно, в силу сложившихся исторических обстоятельств. Ведь совершенно ясно, что одно дело быть полновластным хозяином своей земли и народа, и совсем другое – стать почетным халуем потенциального завоевателя. Цитата завершена, и Нурдин далее сам продолжает. Необходимо отметить, что каждое подписание присяги или договора влекло за собой выдачу заложников аманатов. И опять возвращается к статье Хамзата, где он говорит: во-первых, о какой добровольности их принятия может идти речь, если присягающий народ обязан был представлять его императорскому величеству аманатов, заложников, как залог своей верности. Во-вторых, все присяги его императорскому величеству предписывали присягающим народам Северного Кавказа выявлять в своей среде противников русского престола и выдавать их царской администрации. Разве кто-либо стал бы добровольно подписываться под выдачей своих соплеменников царской администрации, отказавшись от своего права распоряжаться ими? Цитата завершена. Далее я хотел бы отвлечься от того, что говорит Нурдин в своей книге, и вернуться к тому, что говорил Хамзат в своей статье. Это, на мой взгляд, важно. В своей статье Хамзат Фаргиев говорит: не подлежит никакому сомнению, что принятие присяги верности его императорскому величеству ни у одного из народов Северного Кавказа не имело характера добровольности. Их принятие всегда было вынужденной мерой, обусловленной как внутренними, так и внешними обстоятельствами. Также он сказал: если сказать мягко, идея о верности ингушей присяге, данной его императорскому величеству, это неправда. Если выразиться жестко, это клевета на ингушский народ, обвинение его в том, что он был покорным быдлом, безропотно и молчаливо сносившим любые оскорбления своей чести и достоинства, терпевшим произвол и несправедливость, которую вытворяла Российская империя. Конец цитаты. Сейчас опять вернемся к Нурдину. На 13-й странице своего произведения он говорит: на самом деле народы Северного Кавказа до окончания Кавказской войны оставались, далее выделил сам Нурдин, вне сферы влияния российской администрации. Подчеркнем еще раз. На самом деле, говорит автор, народы Северного Кавказа до окончания Кавказской войны оставались вне сферы влияния российской администрации. На 19-й странице он продолжает. Если говорить о единении, и здесь единение опять взято в кавычки, которые несут в себе антифразис, Артем. Так вот, если говорить о единении Ингушетии с Россией на основании договоров, о которых говорилось выше, то с таким же успехом и с большим основанием можно объявить, что русские княжества в первой половине XIII века добровольно, в кавычках, единились с империей монголов и 240 лет безмятежно прожили в единой братской семье народов Золотой Орды. Очень интересная аналогия. Далее. На 21-й странице Нурдин сказал: из всего сказанного выше можно сделать вывод, что присяга 1770 года, как и другие договора, подписанные ингушами, на наш взгляд, Артем, на взгляд Нурдина Кадзоева, нельзя рассматривать как акт добровольного вхождения Ингушетии в состав России. И на 22-й странице Нурдин говорит: с 40-х годов XIX века русские генералы уже всерьез взялись за, внимание, покорение Ингушетии. И завершающий анализ Нурдина слова мы находим на 24-й странице его произведения, где он цитирует Генка, который отмечал: действительно, покоренным, восклицательный знак, Артем, покоренным край этот мог назваться лишь в 1858 году,
бывшим одновременно последним годом крупного коллективного выступления плоскостных ингушей против русских, известного под названием Назрановского бунта. Далее сам Нурдин говорит: после подавления восстания Ингушетия окончательно была включена в состав Российской империи. То есть, внимание, Ингушетия стала колонией России. Вот так Нурдин определяет состояние нашей Родины. И здесь была установлена жесткая российская военная администрация. После этого Нурдин цитирует Глуховского, который 6 марта 2020 года в «Новой газете» опубликовал свою статью «Эпоха судорог и заката. Россия освещает свои неврозы, вписывая их в новую конституцию». Итак, Глуховский говорит: тысячелетняя история России – это история не федерации, а колониальной империи, которая меняла вывески, знамена, богов, но никогда не отказывалась от своей природы и никогда не признавалась в ней даже себе, не говоря уже о том, чтобы завести этот разговор с каким-нибудь из колонизированных народов. Территориальные завоевания и нежелание с ними расставаться, характер отношений между метрополией и колониями, назови их хоть республиками, хоть регионами, хоть национальными образованиями. Конец цитаты. После этого, в завершение, я хочу напомнить Артему то, что Нурдин говорил прямо перед его носом, буквально перед его носом. Артем, ты брал у этого человека интервью. Давай посмотрим на то, что он говорил о политике России относительно выдавливания ингушей из их земель. Просто политика по отодвиганию ингушей от военной железной дороги ведется с самого начала вступления Ингушетии в состав России. Владикавказ был основан на ингушской территории, поселение Завуюрт. Ну, есть масса свидетельств, масса документов по этому вопросу. Потом вот эти села потихоньку там отселяли оттуда ингушей от Владикавказа, потом забрали Владикавказ, потом уже как Владикавказ, мол, объяснили, что тяготеет экономически к городу, вот забрали, не вернули Прыгель. И теперь напомню тебе, что он говорил об общей политике Российской империи на Кавказе. Политика империи всегда была разделять власти и власти, чтобы легче было бы управлять этим народом, пока они между собой все грызутся. И мы видим, что Нурдин плохо, я бы даже сказал очень плохо, относился к политике Российской империи на наших землях. Как Нурдин оценивал современное состояние дел? Он об этом сказал тебе, Артем. Давай послушаем. По сути, это руководство Осетии совместно с тогдашним руководством России организовало вот эту войну. Вот так, Артем, наш общий герой, да помилует его Аллах, относился к России. Относился плохо. Потому что на самом деле в 2020 году издавать книгу, в которой ты сам называешь колонизацией ее политику на твоей земле, это отважно. Я ему отдаю должное в этом. Я отдаю должное ему в этом и прошу милости Аллаха для этого человека, несмотря на то, что у меня были серьезные с ним разногласия, связанные с его отношением к чеченцам. Настолько серьезные, что мы рассорились с ним. Тем не менее, его отвага в вопросе этом, я надеюсь, что она станет хорошей опорой для него в день суда, когда за это Аллах будет доволен им. На этом я завершаю. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин. И да возвысится слово Аллаха на нашей земле, даже если это будет ненавистно таким, как ты.